нынешняя европейская цивилизация, она берет начало из Египта или все-таки из Греции? Египет — это тупик эволюции, вот, который сейчас возрождает вот это богов солнца, солнцеликих вождей в России. Это вот та ветка? Или как вот правильно сказать? Смотрите, Айдар, эти глобальные вопросы, как вообще цивилизация возникла, она немножко выходит за рамки самой истории. Почему? Потому что вот есть закономерность развития человеческого общества. Люди начинают создавать цивилизацию, когда у них нет недостатка в продуктах питания. Это уровень жизни. Это уровень жизни. То есть если вот человек весь световой день посвящает поискам пищи, у него не остается времени ни на культуру, он хочет просто выжить. И вот единственным способом, который позволял возникать цивилизации вследствие возникновения запаса продуктов, это было сельское хозяйство. И цивилизация возникла вокруг злаковых культур. И вокруг водных артерий. Вот смотрите, злаковые культуры. Таких злаковых культур в истории было 3. Первая — это пшеница. Вторая — это был рис. И третья — это была кукуруза. Я понял. Соответственно, для того, чтобы выращивать эти культуры, должны были быть определенные условия природно-климатические. То есть это должна была быть речка, там, где есть вода. Там должен быть очень теплый, мягкий климат. Там хороший должен быть грунт. Поэтому цивилизации возникали там, где были условия, где росли эти злаковые культуры. Кстати, академик Вавилов ткнул пальцем и сказал: смотрите, ищите здесь. И раскопали Иерихон, которому свыше 10 тысяч лет. Почему? Потому что ареал дикой пшеницы, вот он на Ближнем Востоке. То есть там, где она сама сеялась и давала большие урожаи. Ну, как большие? Вот она там была. Ну, запасы пшеница. создавались какие-то. Это женщины же придумали выращивать пшеницу. То есть собирательство, вот они смотрели, вот это падает, а потом кто-то додумался, если вот оно упадет, оно вырастет там несколько. Зачем же все съедать? Можно же потом посеять. В том же Египте климатические условия позволяют собирать 3 урожая в год. И там Нил, он разливается, он там несет этот ил очень плодородный. Поэтому люди там садились. И вот там, где вот у них возникал избыток продуктов, там и возникала цивилизация. В долине речки Нил, в долине 2 речек Тигр и Ефрат, далее Инд и Ганг, и выше Амударья, Сырдарья. Вот междуречье, вот там вот это были очаги цивилизации. Поэтому вот эта вот цивилизация на основе пшеницы, это была индоевропейская цивилизация. Дальше возникала проблема, это Тибет, это Гималаи. Она отделяла Хуанхэ и Янзы, китайскую цивилизацию, где она была на основе риса. И вот это все, что там дальше Япония, там южнее там Вьетнам, там Таиланд. Вот они где-то в районе Бирмы сходились. Вот индийская цивилизация, вот это ответвление индоевропейской с китайской. Ну и плюс, а вот американская цивилизация, она возникла позже. Вот если посмотреть на людей, которые там вот населяли Америку, то они перешли через Берингов пролив, и они двигались с Северной Америки туда, на юг. Соответственно, это требовало больше времени. Поэтому эта цивилизация, она уже возникла в Южной Америке, вот те же ацтеки, да? Ацтеки в Мексике, ну, инки, инки возникли, значит, в Южной Америке. Из государств. Вот там вот уже кукуруза, она готова. Это злаковая культура, которая позволила, опять же, людям иметь запас продуктов. И второй очень важный элемент – это тягловая сила.